Здравствуйте! А что вы тут делаете? Здравствуй, у нас здесь зимняя рыбалка. Заходи. Ага. Ух ты! А зимой разве рыбачат? Конечно. Сейчас я немножко расскажу про ловлю рыбу зимой. Прибыв на водоем и выбрав место ловли, надо первым делом очистить лед от снега, там, где решено сверлить лунку. Когда ледобур снимет последние миллиметры льда, в лунку хлынет вода. Его надо немного приподнять и несколько раз повернуть. После этого лунка внизу будет такой же, как и вверху. Когда лунка готова, в нее надо опустить прикормку. Теперь определим глубину. Если там, где решено ловить, глубина водоема небольшая, скажем, всего 1,5-2 метра, можно определить с помощью даже маленькой мормышки величиной со спичечную головку. Ее просто надо опустить в лунку, а когда она достигнет дна, кивок выпрямится, так как нагрузка с него будет снята. Как же это все интересно! А какие виды рыб у нас водятся? В озерных и речных водоемах Якутии обитает 39 видов и подвидов рыб, включая проходных и полупроходных рыб. Сейчас расскажу разновидности рыб, которых ловят зимой. Ясь. Распространен только в бассейне реки Лены. Рыба семейства карповых, имеет внешнее сходство с плотвой. В длину ясь может достигать 90 сантиметров и 6-8 килограмм веса. Однако обычно его длина 30-50 сантиметров, вес 1 килограмм. Живет от 15 до 20 лет. Ясь отличается от плотвы желтым цветом глаз и мелкой чешуей. Обитает в реках, озерах. Рацион язи состоит из растительной и животной пищи. Насекомые, моллюски, черви. Обычно ясь употребляется в пищу жареным или как начинка для большого рыбного пирога. Обыкновенный окунь. Широко распространен в реках и озерах Якутии. Речной окунь относится к хищным рыбам. В рационе взрослого окуня значительную долю занимают другие пресноводные рыбы. Речной окунь предпочитает придерживаться равнинных водоемов. Его можно встретить в реках, озерах, прудах, водохранилищах. Окунь – популярный объект любительского рыболовства. В отдельных водоемах имеет важное промысловое значение. Обыкновенный налим. Водится во всех водоемах Якутии. Абсолютная плодовитость очень высокая и достигает 4 миллиона икринок. Уже в первый год жизни переходит на хищный образ жизни. Вылов его может быть увеличен. Хищная рыба. Тело слизистое, удлиненное. Окраска тела налима зависит от характера грунта, прозрачности и освещенности воды, а также возраста рыб. Ёрш. Это пресноводная рыба, обитающая в водоемах Европы и Северной Азии. Вблизи дна, в озерах, вблизи берегов рек предпочитает песчаное дно или гравий. Длина взрослой рыбы составляет приблизительно 10 сантиметров. Питается главным образом беспозвоночными вблизи дна, иногда питается мелкой рыбой и некоторыми растениями. Обыкновенный ёрш заселяет бассейны всех рек Якутии. Обыкновенная щука заселяет все водоемы Якутии. Длина до 1,5 метров, масса 35 килограмм. Тело торпедовидное, голова большая, пасть широкая. Окраска изменчивая, зависит от окружения. Во время нереста рыбы выходят на мелководье и шумно плещутся. Обычно на нерест сначала выходят самые мелкие особи, а последними самые крупные. Абсолютная плодовитность составляет 16-100 тысяч икринок. Важный промысловый объект. Сорожка. Эту рыбу рыболовы хорошо знают, потому что ее еще называют плотвой обыкновенной.
Плотва считается самой многочисленной рыбой, после карася, естественно, что водится в наших водоемах. Среднестатистические размеры сорожки, что попадается на снасти рыболовов, не отличаются крупными размерами, хотя плотва может вырасти и иметь вес до 2 килограмм. Ловить такую рыбу – одно удовольствие. А также сейчас я тебе расскажу разновидности рыб, которых ловят летом. Омуль. Промысловая рыба рода сигов, семейства лососевых. Длина до 64 сантиметров, весит до 3 килограмм. Омуль – проходная рыба, она нагуливается в прибрежных частях Северного Ледовитого океана и поднимается на нерест в реки России, Аляски и Канады. В море питается крупными природными ракообразными, молодью рыб и мелким зоопланктоном. Осетр заселяет нижние и средние участки наиболее крупных рек. Абсолютная плодовитость от 20 до 400 тысяч икринок. В зимнее время концентрируется в зимовальных ямах. Ценный промысловый вид. Способность осетров обитать в различных климатических условиях, от арктических до субтропических районов, свидетельствует об их высокой адаптационной пластичности. Оптимальными температурами для развития икры осетровых является диапазон 10-22 градусов по Цельсию. Нельма ведет полупроходной образ жизни, заселяет все наиболее крупные реки Якутии. Для нагула используют шельфы морей. Достигает массы 50 килограмм. Численность нельмы повсеместно снижается из-за массового вылова и ухудшения условий воспроизводства. Мясо нельмы характеризуется высокими вкусовыми качествами, что ставит ее в ряд перспективных объектов товарного рыбоводства. Как же много рыб, оказывается, можно поймать зимой. А можно мне попробовать? Ура! Я поймала! Я обязательно расскажу своим друзьям и родителям. Спасибо вам большое за увлекательный рассказ. Мне было очень интересно. А теперь мне пора идти. Удачной вам рыбалки!